Цель этой лекции, друзья, рассказать о последствиях гендерного насилия для здоровья и социального благополучия взрослых людей и детей. Этот слайд взят из материалов тренинга UNFPA по гендерному насилию. Классификация достаточно сухая, но за этим скрываются человеческие трагедии. Как вы можете видеть, гендерное насилие приводит к физическим, психологическим и социально-экономическим последствиям для жертвы. Физическое и сексуальное насилие часто взаимосвязаны. На слайд выведены всего два факта. В целом от 1/3 до половины всех женщин, подвергшихся физическому насилию, также сообщают о сексуальном насилии. И почти все женщины, подвергшиеся физическому насилию, также сталкиваются с серьезным психологическим насилием. Гендерное насилие способно привести к смерти жертвы. Например, насильник может нанести жертве травмы, несовместимые с жизнью, убить. Порой жертва насилия испытывает настолько интенсивные чувства стыда и вины, что готова совершить самоубийство. Если насилию подвергается женщина, вынашивающая ребенка, то это может привести к преждевременным родам, кровотечению, которое влечет за собой гибель матери и новорожденного. Насильник также может заразить жертву потенциально летальными заболеваниями, такими как СПИД и гепатит С. На этом слайде продолжен перечень последствий гендерного насилия. Для женщин, подвергшихся насилию, очень высок риск развития психосоматических и соматоформных расстройств. Психосоматическими называют расстройства, связанные с хроническим дистрессом, например, язвенная болезнь желудка, гипертоническая болезнь, экзема, нейродермит и так далее. А соматоформными называют расстройства, которые внешне похожи на соматические, но связаны с тревогой и депрессией, например, синдром хронической усталости. Ухудшение финансового статуса, снижение способности работать, хроническая усталость, неспособность распознавать свои эмоции, алекситимия, снижение общественной активности – лишь неполный перечень последствий для жертвы. Для еще не родившихся детей насилие над матерью тоже не проходит бесследно. Так, для детей жертвы характерен низкий вес при рождении. Если ребенок становится свидетелем насилия в семье, то следует ожидать все проявления детской тревоги и депрессии, различные формы агрессивного и аутоагрессивного поведения. Наиболее часто врачам приходится сталкиваться с нежелательной беременностью, хроническим болевым синдромом, самоповреждениями, депрессивными и тревожными расстройствами и посттравматическим стрессовым расстройством. Кроме того, достаточно часто потребление алкоголя, наркотиков, синдром раздраженной толстой кишки, гинекологические заболевания. Спасибо за внимание.